А какой он для вас современный театр для ребенка, для детей? Что он должен в себя включать, на какие темы говорить? Я всегда настаиваю на том, что нету тем для детей и тем для взрослых. На самом деле все темы, волнующие человека, они едины. Это какие-то глобальные темы, от которых ни один человек не может уйти. Поэтому, когда я занимаюсь театром для детей, я не могу говорить, во-первых, про театр для детей в общем, потому что я практик, я могу говорить только о том, что я делаю. Не потому что я считаю это каким-то образцом, просто потому что я про это больше всего знаю. Поэтому, вот на примере того, что делаю я всегда беру какие-то темы, которые волнуют лично меня. И волнуют, скорее всего, всех окружающих. Может быть, не всегда об этом задумывается человек, но тема смерти не может обойти никого. Вот я не так давно поставила спектакль для возрастной категории 6+, и он о смерти. И меня часто спрашивают, а что, зачем с детьми вообще вот это обсуждать? Мне кажется, что в человеке это все равно заложено понимание конечности происходящего и страх перед тем, что за этим стоит. Даже если ребенок сталкивается не с фактической смертью близкого человека, что является, конечно, главным триггером для обсуждения этой темы, а сталкивается со смертью питомца или со смертью какого-то периода своей жизни, с какой бы то ни было потерей, с потерей игрушки, с тем, как завядает цветок. Это же все про умирание на самом деле. И его эмоциональный опыт, который он может прожить на спектакле, очень может помочь ему справиться с этим, со своими реальными эмоциями в будущем при столкновении с подобной ситуацией, потому что эмоции не бывают театральные и жизненные. То, что испытывает человек, оно всегда реально. И поэтому мне кажется, что театр для детей, лично для меня, в первую очередь должен быть в хорошем смысле болезненным. И говорить нужно о том, что тебя волнует, и о том, как тебе кажется, что стоит вообще в принципе обсуждать с человеком. А то, сколько этому человеку лет, уже влияет на то, как ты будешь с ним об этом говорить. Это уже только дальше выбор средств для диалога и уровней понимания. Поэтому мне кажется, что театр для детей, как бы это банально ни звучало, должен быть в первую очередь честным, и в моем случае честным перед собой. Если я говорю о том, что мне безразлично, у меня как-то не идет, что ли. А если я понимаю, что меня в этом трогает и в чем мне интересно разобраться, тогда что-то и получается. В этом, мне кажется, и есть вот эта установка на честность, откровенность. Начинается все с себя. Потом я не отделяю себя от детей и подростков. Во мне это все есть. Я вообще мало знаю повзрослевших людей. Не знаю, может быть, кто-то их встречает где-то, но для меня это мифические существа. Мы все равно носим в себе и ребенка, и бунтаря-подростка, и иногда сознательного человека, но очень редко. А когда вы работаете над спектаклем, вы также держите в уме, что на спектакль идут родители, и чтобы он тоже был интересен. Вот мы только что посмотрели ваш спектакль «Цацик идет в школу», и я обращал внимание, как сидят рядом родители, и они тоже с удовольствием смотрели, у них тоже какие-то, не знаю, детали вызывали у них улыбку, смех, может, они где-то себя узнавали. То есть это больше как бы семейная история, про семейный спектакль для вас вот лично. Мне кажется, что, в принципе, установка на семейный просмотр, она очень важна, потому что это один из способов коммуникации между ребенком и родителем, которая чаще всего очень упускается в процессе воспитания из виду, что может происходить в театре такого ценного, чего не может происходить между родителем и ребенком вне театра. Я думаю, что это то, что мы наблюдаем друг друга в острой ситуации. Мы наблюдаем за реакциями на какие-то события, и мы понимаем, через то, как чувствует находящийся рядом с тобой человек, кто он. Вот никогда я в жизни не подумаю, что мой ребенок будет над этим плакать, или что он этому удивится. А если я это замечу, я пойму, что с ним это нужно обсудить.
Или я, например, никогда бы не подумала, что мой папа может так громко смеяться. Он же такой серьезный. А значит, смеяться — это хорошо. А значит, так тоже можно. Значит, свои эмоции проявлять тоже можно. А дальше уже идет этап такой важный, который часто упускают, да, этап обсуждения увиденного и этап обсуждения того, что мы почувствовали. Это же тоже про то, как через что поделиться. Очень сложно прийти к человеку и сказать: «мне грустно». А особенно если ты родитель, ты пойдешь к ребенку и скажешь, что что-то мне грустно, а что ты будешь от него ждать? А тут мы можем обсудить наши эмоции и чувства, что является очень важной потребностью для человека. И театр нас мотивирует это делать. Мы не можем заставить никого это сделать, но он мотивирует нас это делать. И потом, если, например, родитель не знает, с какой стороны подойти к обсуждению того или иного вопроса, театр может этот вопрос ребенку задать, и тогда ребенок сам к тебе придет с этим вопросом. Или у тебя будет повод спросить, что ты вообще, человек мой родной, думаешь на эту тему. Вот, мне кажется, это просто про настраивание вот этих вот каналов друг на друга и избавление от страха что-то озвучивать. То есть это повод поговорить и такой метод психотерапии, можно сказать, да, для вас? Знаете, есть психотерапевты, которые занимаются своей работой. Я знаю людей, которые делают это очень хорошо. Потом большинство своих спектаклей я консультируюсь с детским психологом. Детский психолог также консультирует актеров. Для меня это очень важная часть работы. Но мне кажется, вообще любая работа со своей проблемой, со своей болью, со своими эмоциями, любая даже мысль на эту тему. И поиск того, как это проявлять, это и есть терапия. Просто это какое-то очень страшное слово все-таки все еще, да, хотя это абсолютная норма и даже потребность человека. Да, я таким образом работаю над собой. Для меня это какая-то терапия. Для других это может быть просто развлечение, а может быть что-то большее. Но здесь я не решаю за других. Если у человека есть в этом потребность, знаете, как есть такой анекдот: сколько нужно психологов, чтобы вкрутить одну лампочку? Один, при условии, что лампочка сама этого хочет. Да? Ну вот то же самое и здесь. Поэтому нет, я не ставлю себе задачи. Хотя очень многие говорят про терапевтический эффект моих спектаклей, когда у меня там на протяжении 3 часов зал рыдает. Конечно, это безусловно терапия. Ты эмоционально себя отпускаешь, и тогда все искусство терапия. Потому что это все про человека, потому что это все про чувства и про способ исследования себя. Тогда, конечно, да, ты с помощью этого можешь бороться с какими-то своими проблемами, помогать себе находить ответы, если ты их ищешь. Поэтому, да, это в какой-то степени терапия, но это театр. Я бы не стала просто это сужать. Сейчас очень много существует переводной литературы. Сейчас существует очень много переводной хорошей детской литературы. Я не совсем уверен насчет русскоязычного сектора, то есть я сейчас говорю о прозе. То есть «Цацики» — это ведь тоже по прозе поставленный спектакль. Вам ближе обращаться именно к прозе или к пьесам? Или как вы подходите к поиску материала? Зарубежный он, отечественный? Мне в материале очень важно, чтобы он был про меня. Чтобы я видела, что в этом материале про меня. Только тогда я смогу на эту тему говорить. Я очень люблю зарубежную современную переводную литературу. Но в том числе и среди русской современной литературы тоже вижу достаточно много всего хорошего. Но я, конечно, абсолютный фанат издательства «Самокат». Они издают огромное количество очень хороших книг для детей и для подростков. Для подростков вот у них просто кладезь. И на самом деле мое такое активное участие в театре для детей и подростков во многом продиктовано моей любовью к литературе современной для детей и подростков. И мне кажется, что это как какая-то бездонная, неисчерпаемая такая ниша, и мне хочется и это поставить, и это, и это, и это. И там действительно очень многое про меня, там действительно очень многое про тех, кого я знаю, про тех подростков, которых я знаю, и про тех взрослых, которых я знаю. А потом
Сейчас все-таки, поскольку театр стал очень много заниматься театром для детей и подростков, есть хорошая тенденция среди молодых драматургов писать такую непроходную пьесу для театра, адресованную молодому, юному, маленькому зрителю. И очень многие конкурсы на это обращают внимание. И есть специальные номинации в конкурсах. В том же конкурсе драматургии «Ремарка», в котором я была долгое время среди экспертов и вычитывала пьесы, есть отдельное направление «Маленькая ремарка», в котором есть категории 6 минус и 6 плюс, да, и для детей, в общем, и для подростков. Сейчас еще появится номинация «Сказки». И мне кажется, это прекрасная совершенно тенденция, и не только потому, что появляется что-то хорошее для детей, а потому что появляется что-то хорошее, значит, на это нужно обратить внимание и взрослому человеку, а взрослый человек из детской литературы очень много чего может подчеркнуть, потому что детская литература хорошая, она всегда шире, чем просто какая-то обучалка или развлекуха для ребенка. Вот говорят, что мало как будто бы пьес именно написаны для сектора плюс 6, 6 плюс, а в основном драматурги работают с подростковой темой и так далее. И как вы согласны с этим или нет? Или все-таки вот именно когда мы говорим о пьесах, пишут ли сейчас чаще вот именно для очень молодой аудитории? Да, надо просто искать. Это не на каждом шагу, но в принципе пишут и для детей, и для подростков. Проза больше пишется для детей, но и для подростков ее достаточно. Пьесы чаще пишутся для подростков, это правда. Но и для детей их тоже достаточно много. Не так много хороших я видела, но есть очень любопытные. Просто, мне кажется, так обычно говорят те, кто не ищут. Это не то, что лежит в книжном магазине на первой полке. Да, так всего много. В этом мире столько всего уже понаписали, понапридумывали. Просто, тем более у нас у всех есть интернет, все же так просто ищется. Хорошее найти сложно. А для меня хорошее — это в первую очередь то, что мне откликается. Да? Это может быть гениальная книжка, но во мне не откликается. Да? И тогда я ее никогда не буду ставить. Или какая-то хорошая книжка, которую я понимаю, что я не знаю, о чем ставить. Вот я ее прочитала, получила удовольствие, и все. Да, я, поскольку очень много этим занимаюсь и ищу, я не вижу никакого дефицита. Сейчас достаточно литературы и на русском языке, которую можно поставить для ребенка. Именно в смысле переводной? Или нет, я имею в виду именно русскоязычный. Именно русскоязычный.